Ахтем, aşkınla kalbimi dağladın Ahtem. Gönlüme bağladın Ahtem, aşkınla kalbimi dağladın Ahtem. В возрасте 7 лет я поступила в детскую музыкальную школу поселка Октябрьская на класс фортепиано. И в детстве я особо не понимала, знаете, я особо не хотела и сильно не горела желанием идти в музыкальную школу. Это все моя Анашка, любимая, она решила, что можно попробовать, слух есть, почему бы и нет. Сложно было, так как я, в принципе, была низенького роста, очень такая маленькая, низкая, пальчики коротенькие, а там, сами понимаете, у пианистов должны быть длинные пальцы, чтобы доставать октавы. Мне, наверное, класс 4 был или 3, и все девочки играли на улице, меня звали поиграть, побегать, поскакать, ну, а я не могу, потому что нужно учить программу, нужно заниматься, и тогда, я помню, плакала, был такой момент, что я не хотела ходить в школу, но, опять же, хорошо, что все получилось так, что меня мои родители переубедили, оставили там, и по сей день я им безумно благодарна, и я себя не представляю вообще в другой какой-то сфере. И закончила в итоге класс фортепиано и сольное пение. То есть 2 направления я закончила музыкальную школу. Первый мой конкурс это был Tatlı Ses, знаменитый наш конкурс. Я пошла тогда туда в возрасте 10 лет, и то так получилось. Мы опоздали на свой отборочный тур, у нас в Октябрьском, к сожалению, мы не успели, в общем говоря, пропустили. И был последний шанс, это город Джанкой. Утром меня Анашка будет и говорит, поедем на Tatlı Ses. Мы собираемся, бегом едем. Пока мы доехали, у них уже закончился отбор. Приехали в последний момент, и я помню, что уже говорили, все, у нас отбор уже закончился, вы опоздали, и Арсен как раз был, Арсен Османов, в коридоре, и он говорит, ну давайте послушаем, давайте последнюю участницу послушаем. Я спела, я на крымско-татарском на тот момент вообще не разговаривала, абсолютно, вообще никак, максимум это селям алейкум, сахулны, сахнихалны, все как бы, да, анам, бабам и все. И я спела на Семемлянам, на крымско-татарском. И мне поставили условие, чтобы я обязательно ко второму туру выучила язык. И, в принципе, я справилась. И во втором туре я уже, в принципе, большую часть знала. Спела Ханала Пармах. Затем у меня, кстати, был мой наставник Асия Ханум Сале. Мне очень повезло тогда, я просто в восторге от нее. Она меня научила просто всему в крымско-татарской музыке, всем азам, мелизматике, как правильно петь, народному произношению, крымско-татарскому нашему народной музыке. И на 3-й тур мы подготовили песню народную Айхарахыс и Тамалачах в качестве бахлама. Я заняла 1-е место. Это был единственный конкурс, который настолько серьезный для меня, масштабный, и такая сцена, люди, артисты. В общем, тогда для меня это был просто восторг. Мой педагог по вокалу, то есть эстрадный вокал, зарубежная музыка, академический вокал в музыкальной школе, это Виктория Викторовна, подала за меня заявку на «Голос країни діти», «Голос дети» в Киев. И буквально я даже не знала об этом, она отправила старые видео с других конкурсов, там нужно было обязательное условие отправить видео, она отправила, и пришел ответ, что я прохожу дальше. И она нам звонит и говорит, мы вообще в шоке, не знаем, что происходит, собираемся, едем в Киев. И в
итоге я дошла до суперфинала. На тот момент это был очень крутой проект, и я чувствовала огромную поддержку Крыма, крымчан, нашего народа. Очень много людей отправляли смс, я им безумно благодарна за это. Этот момент для меня остался в моей памяти на всю жизнь. Это одна из студий, где я записываю песни. И здесь, как правило, мои идеи воплощаются в реальность. Можно? Салям алейкум. Алейкум салям. Как вы? Нормально, Сал, ты как? Тоже хорошо. Будем записывать новый трек? Будем записывать новую пушку. Классно. Погнали? Поехали. Поехали. Процесс записи песен, в принципе, для меня всегда очень волнителен. Это очень серьезный, ответственный момент, к которому нужно готовиться. То есть ты приходишь, да, нужно проработать все моменты в песне, обсудить со звукорежиссером все моменты. И в процессе уже записи трека уходит очень много времени, ты можешь импровизировать, что-то менять. Поэтому всегда для меня это минимум часа 3 точно на студии стабильно. Поэтому я очень люблю здесь находиться. Еще здесь частенько приходят новые мелодии, то есть ты здесь вдохновляешься и можешь написать даже какой-нибудь новый крутой трек. После студии я всегда выжата, но это реально того стоит. Обратная связь для меня это безумно важно, это очень вдохновляет, поддерживает. Люди, которые мне пишут, да, приходят поддерживать на концерты. Для меня это безумно важно, ведь наш зритель – это и есть то, ради чего мы работаем, для чего мы работаем. Когда ты поешь песню, ты пытаешься донести ее до кого? До зрителя, чтобы они прочувствовали те эмоции, которые ты исполняешь в данный момент, которые чувствуешь ты. И поэтому зритель – это огромная любовь, это все для меня. Еще отдельная моя любовь, это моя любимейшая работа, это меня приглашают на свадьбы, я выступаю, и когда меня приглашают, то есть для меня это настолько приятно. Это такие теплые эмоции внутри, что люди, как бы, да, молодые, у них свадьба один раз в жизни происходит, как правило. И когда они выбирают в качестве артиста, да, тебя, в качестве исполнителя на их первый танец. Всего лишь первый танец один раз на свадьбе молодых, и когда они меня приглашают разделить с ними этот день, для меня это безумно приятно, ну, это просто, наверное, то, ради чего я работаю. Музыка – это для меня вся моя жизнь.